Maqtav sözlerini jır yollarına salam. Oldaşlar hemme gözüge yolqınlıq oynar selam. Tırışular üstürgenige taraldı şükürdanın. Gururlanam senin bilen ey menim şığırdanım. Senin bilen ey menim şığırdanım. Şığırdanın güzelligin duyalmam hiç de maqtab. Yaramaylı meşitini dura yaman işlerden sakla. Suretiga senin ismini de şuna kişi şığırdan. Yaşisin de hizmet koyup birden bulup dostuğan. Suretiga senin ismini de şuna kişi şığırdan. Yaşisin de hizmet koyup birden bulup dostuğan.
приглашенные. Позвольте вам сегодня представить нашу выставку. Палестина глазами художников Россия и мира. Россия и мира. Вот здесь представлены работы, выполненные художниками из России, из разных регионов, начиная с Камчатки и заканчивая европейской частью России. Также здесь представлены картины арабских художников из Палестины, Иордании, сектора Газа. Как вы знаете, в мире очень беспокойно. Вот израильские войска стали бомбить Палестину. Как вы знаете, Палестина, она состоит из двух частей. Одна из них — сектор Газа, который в данном случае находится под погромом. Постоянно бомбят, погибают люди, в особенности погибли очень много детей. Вот, недавно говорили вообще-то о том, что сектор Газа, вообще Палестина, превратилась в детское кладбище. Так и есть. Погибает очень много детей, ни в чем не повинные, маленькие, безобидные дети. Здесь у нас присутствует наш руководитель, наш инициатор данных выставок. Сегодня у нас проходит по счету 89-я выставка. Вот данные выставки прошли за неполных 3 года. Где-то 2 года, 8 месяцев, наверное, со дня начала нашей деятельности. Я являюсь председателем комитета по культуре Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Возглавляю данную команду, или по-другому говоря, союз художников, объединенных одним замыслом: писать, показать миру Палестину, страдания ее народов, ее борьбы за свою независимость. Позвольте представить вам нашего инициатора, вдохновителя, доктора Бассама Фатхи Аль-Бамауи. Он палестинец, живет и работает в городе Чебоксарах, закончил аспирантуру, защитил докторскую диссертацию, является академиком Международной академии культуры и искусства. И вот еще... Не важно. Да. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие дети, ученики, педагоги, директор Дома культуры. Я очень рад сегодня находиться у вас, здесь, среди вас, открывая 89-я выставка, международная выставка художников, как сказал мой дорогой Митхат Ильянович, академик, Международная академия культуры и искусств, уважаемый художник, который педагог, который очень много добился в жизни. У вас есть с кого взять пример, чтобы идти в жизни дальше. Хочу сказать вам, дорогие друзья, что Палестина, которая многие уже тысячи лет страдает, оккупация, другая закрыта, потому что это святая земля. И каждая империя захочет или захотела оккупировать Палестину, приезжала. И в том числе даже Наполеон Бонапарт. Но ни одна империя еще не победила палестинские земли. И Наполеон Бонапарт тоже проиграл в городе Акка. Город Акка — это 6 километров, и он полгода не мог его захватить из-за храбрость его жителей. В секторе Газа в Палестине, сектор Газа, дорогие друзья, это менее 1% территории Палестины. Палестина на сегодняшний день полностью захвачена израильским оккупантом. 15 мая 1948 года прошлого века было создано государство Израиль на руинах Палестины. Выдернули палестинский народ из своих корней и выкинули.
расстреливали, убивали, уничтожали, разрушили города, деревень, и захватили, и посадили народ в сборе 110 государств мира, собрали и отправили в Палестину по причине того, что евреи пострадали, Гитлер убивал, делал Холокост. Хотя Гитлер, как утверждает Сергей Лавров, и как история утверждает, был евреем. У него была еврейская кровь. Он не был палестинцем, Палестина к этому отношения никакого не имела. И стала жертвой. Больше половины палестинского народа был убит и разогнан и арестован. И по сей день это продолжается. За 4 месяца сейчас в секторе Газа. Я родился, кстати, в секторе Газа. Там моя мама, которой 90 лет сейчас, моя сестра 65 лет. Они находятся под бомбежкой, под ракетой. За 4 месяца Израилю удалось убить более 100 тысяч, убить Ираном более 100 тысяч палестинцев. Большинство из них 70% детей и женщин. Израиль даже младенцев, грудных детей, к сожалению, убивает. Он считает себя высшим законом, его никто не может наказать, поэтому он разрушил все палестинские школы, все палестинские больницы. Он даже разрушил могилы, где люди лежат уже десятки лет, будет сотни лет. Он даже бомбил эти могилы. Детские сады, школы. Он не оставил ничего для жизни палестинского народа. Палестинцы уже сегодня 133 день находятся без воды. Он отключил воду, отключил свет, запретил горючее. Они живут без еды, без хлеба, без лекарства, без больницы. Арестовали врачи, убивали журналистов. 128 журналистов убиты за 4 месяца. Журналист вышел освещать, убивать, чтобы мир не узнал правду. За этим всем стоит зло. Зло американское, зло Соединенных Штатов Америки. Вся зло. Вот Владимир Владимирович Путин называл Америка империя лжи. Я бы добавил и зло. Потому что все войны последние почти 100 лет исходят от них, от англосаксов. И НАТО, который они создали. Наша цель, наша миссия – это мир во всем мире. Это мир в Палестине, Святой Земле. Это укрепление, многовековая дружба народов России и Палестины. Наша дружба длится более 1000 лет. Ислам пришел в Булгарию более 1100 лет. Булгар – это город Татарстана, где на Пичере в истории проходили. Христианство официально Россия приняла более 1000 лет тому назад. А Христос в Палестине родился на палестинской земле. Его мать чистокровная Палестина, Мария, из города Назарет. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что вы ознакомитесь с этой выставкой, с картинами. Здесь великие художники писали этих картин. У каждой картины своя история. У каждой картины определенный замысел. Я готов буду вам рассказывать о каждой картине, о каждом авторе, и даже его судьба, и как он стал художником, и откуда он, этот художник. Поэтому вы видите, у нас здесь даже последняя картина, которую написал наш легендарный художник, академик, Международная академия культуры и искусств в Москве. Вот он написал Степашин Сергей Вадимович. Степашин, как вы знаете, дорогие друзья, это был вторым человеком в России, это охраняемое лицо, это председателем императорского православного палестинского общества. Это общество во всей России больше 60 филиалов, и за рубежом более 20 филиалов. Все церкви в Палестине, они практически под управлением императорского православного палестинского общества. Сергей Степашин был премьер-министр России еще в 90-х годах. И как вы видите, здесь сзади него русская церковь в Иерусалиме художник изобразил. Также он поставил палестинский флаг и российский флаг. И также
логотип императорского православного палестинского общества. Я хочу вам всем пожелать успехов, дорогие дети. Любите Россию, любите свою родину, любите своих педагогов. Ваши педагоги – это святые люди. Они делают все для того, чтобы вы в жизни состоялись. Педагоги, все профессии, которые существуют на свете, их формируют педагоги. Их готовят педагоги. Поэтому любите их. Я думаю, добьетесь в жизни все, о чем вы читаете. Считаю, что сегодняшняя выставка при вашем присутствии имеет особое значение, так как оно впервые в вашем Доме культуры, впервые в Шигардане, впервые в истории. Палестина сама приехала к вам, ее мечети, ее традиции, обычаи, культуры, древние места, старинные места, дороги, которых по 2-3 тысячи лет. Все к вам сюда приехало. Желаю вам успехов, удачи во всем, хорошо учитесь. Я вас всех очень люблю и считаю, что наша цель, наша миссия сделать этот мир лучше, в котором вы будете жить, ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки. И также продолжать этот труд, продолжать делать добро. Спасибо вам большое. Это впервые в истории России, организуется такая международная выставка «Палестина глазами российских художников». Некоторые художники писали эти картины в Палестине, находясь там, но большинство их никогда в жизни в Палестине не были. И не посещали Палестину, они писали своими чувствами. Они читали историю, они 2 месяца знакомились, и про каждое место мне звонили. Участники из Сибири, из Татарстана, из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Нижний Новгород, из Ярославля, из Кирово-Чепецка, из очень многих городов России. Мы всех собрали как единая семья, единая команда, дружная команда. Наша цель – искусство во имя мира. Искусство для продолжения защиты прав людей на жизнь, детей на жизнь, счастья в этом мире. А что еще надо? Что еще надо? Мира палестинскому народу, мира всему народу мира. А для того, чтобы этот мир был, опять же, надо любить. Вот большой любви всем нам, в том числе чувашскому народу, палестинскому народу, да и всем народам нашей дорогой, милой, любимой земли. Доктор Басам организовал это мероприятие, и очень хороший проект, я считаю, который, в общем-то, впервые в России проводится, и на такой волне, что искусство за мир. Каждый художник, наверное, испытывает это как праздник. И выставка получилась, знаете,
как бы неожиданной стороны. Поэтому очень приятно видеть картины. Ануннаки – это Ану, это значит с другой планеты человек. Это первый из ануннаков. Который спустился. После него уже появились тут Энки, там, Иштар. Вот эти вот богини, цивилизация пошла совершенно другим путем. Выставка направлена на защиту мира на Земле, чтобы люди жили в мире, в свободе, чтобы у людей была возможность развиваться, учиться, общаться с миром. Хотели показать в своей работе палестинский рынок, историю народа, историю искусства, народного искусства. И показать, что древние традиции, они существуют на земле. Именно собрались очень много русских художников, которые известны не только в России, уже во всем мире, как они видят Палестину и показывают Палестину в их глазах. والله يا حروف الوطن زي العبر بالصدر محلى محلى Выставка, которая имеет вот такие мирные корни, которые направление к развитию, направление к тому, чтобы люди понимали друг друга, любили и уважали вот эту вот ценность жизни. Для меня они ласточки. Это символика дружбы людей, друг друга никогда не бросать. Ласточки они такие, они никогда, если хищник нападает, они все кидаются, они побеждают. Вот я хочу, чтобы и палестинский народ, и чуваши всегда были, друг другу помогали в нужный момент, защищали. Вот такие должны быть, как ласточки.
хочется отметить, вот, очень интересные есть работы, это очень приятно. Очень благодарен организаторам такого форума искусства мирового, российского и чувашского масштаба, объединяющий все народы, не только России, а всех тех, которые испытывают огромные боли и сострадания народу Палестины. Палестина – это святая земля. Туда стремились всегда художники, как и в XIX веке, так и до сих пор, и раньше. Глаза наши окна, уши наши двери, и мы должны понимать, что у нас внутри и что мы видим снаружи. Поэтому, когда будет целостность этого, будет мир. Божьего благословения всем. Я хотел бы поблагодарить художников, участвующих в выставке «Палестина глазами русских художников», а также тех, кто ее организовал, в особенности уважаемое правительство и дружеский народ Чувашии, а также организацию Ассамблеи представителей народов, проживающих в Чувашской республике, и уважаемого доктора Басам Аль-Балаев, президент Ассоциации дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. Льва Пантелеймоновича Куракова, который эту здание построил, который основал Дом дружбы народов, который основал Ассамблею народов Чувашия, который был объединитель народа, который никогда не держал зло ни на кого и простил всех, кто в этой жизни его предал. И поэтому, проводя эту сегодняшнюю встречу, вот студенты подошли сейчас из разных высших учебных заведений, они обучаются у нас. Они показывают пример, они, получая образование здесь, становятся послами Чувашской республики, Российского государства в других странах. Они будут сеять добро, они будут сеять согласие и мир. И мы должны поэтому всех уважать, всех любить, всех ценить. А палестинскому народу сказать, правда победит всегда. Дорогие друзья, позвольте вам сказать именно, обратиться таким образом, друзья, потому что мы сегодня объединены одной работой, так сказать, ознакомиться с нашей выставкой. Через некоторое время, после концертного номера, которого приготовили работники Дома культуры, дорогой доктор Басам ознакомит вас с произведением, которое здесь выставлено. Ближневосточная страна Палестина. Эта земля священна для иудеев, христиан и мусульман. Слово «Палестина» происходит от названия древней страны Филистии, которую населяли хорошо известные по Ветхому Завету филистимляне.
Палестина глазами художников России. Выставка под таким названием открылась в Казани. Около 50 работ представили мастера кисти из Палестины, Татарстана, Башкортостана, Республики Мариэл, Чувашии, Хакасии, Вологодской и Кировской областей, а также Санкт-Петербурга, Москвы, Кирово-Чепецка и Ярославля. Национальная палитра разных регионов России, она своеобразна. И во многом вот эта палитра появляется благодаря деятельности активных людей. Именно в Чувашии проживают активисты и их лидер доктор Басам, которые смогли организовать очень сильную, своеобразную палестинскую общину, которая и является во многом центром, наверное, культуры арабской в Поволжье и на Урале. А в нашей республике представители арабских государств представлены в большинстве своем студенчеством. И мы сегодня решили на площадке Казани, Дома дружбы народов Татарстана, организовать эту выставку. С одной стороны, яркие представители Палестины, которые проживают в Чувашии. С другой стороны, большое количество арабских студентов, которые обучаются в вузах Татарстана. И арабы, которые сегодня уже стали гражданами России и местом своего жительства выбрали город Казань. И вот эта площадка для нас является естественной. Нам есть о чем рассказать друг другу. Палестина – это история человечества, это история культуры мира. Поэтому знать эту историю, знать первоисточник – это важно для каждого. Большую часть зрителей выставки составили студенты из арабских стран, которые в этот день отмечали выпускной вечер. Организатор и вдохновитель выставки, президент Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, академик Международной гуманитарной академии Европа-Азия, доктор права Аль-Балуи Басам Фатхи. Я хотел поприветствовать народов дружеских Татарстан, народов России. Палестина глазами российских художников. Эта идея пришла давно, мы сейчас ее реализуем. Первому, который пришла вообще эта идея, которую начали в мире, был Иззеддин Аль-Талак, дипломат палестинский, который в 70-х годах, к сожалению, был убит израильской разведкой в Париже. Вот он был послом Палестины в Париже. Он собрал со всего мира всех художников, и они организовали выставку в Бейруте, в Ливане, «Палестина глазами художников мира». Открывал ее покойный вождь палестинского народа Ясер Арафат. И его цель была объединить всех людей мира, чтобы через искусство добиться, чтобы в мире был мир, была дружба, чтобы никогда не была война, чтобы закончилась оккупация Палестины. Поэтому мы продолжаем эту традицию, которая ко мне пришла просто вот в марте месяце уже реализовали, а до этого она пришла. И смогли собрать очень много художников, потому что художники, они послы мира. Они всегда чувствуют и видят то, что другие не видят. И поэтому из Татарстана дружеский очень много у нас художников участвует. Из Хакасии, из Ярославля, из Кривочепец, из Санкт-Петербурга, из Москвы, со всей России. Художники объединились, и уже более 200 картин они написали, просто как шедевры о Палестине. Многие из них не видели Палестину, но она живет ведь в сердцах, в умах людей.
любой мечеть – это Палестина, любая церковь в мире – это Палестина. Палестина, есть даже одна картина здесь, Палестина – масс земли. То есть, так как все пророки родились на территории Палестины, она масс религия и масс земли. Поэтому хотим, не хотим, всегда все народы мира стремились к Палестине. У них было чувство. Все христиане мира совершают паломничество где? В Палестине. Мусульмане, первое место, куда они молились, мечеть Аль-Акса в Палестине. Поэтому из Палестины начался мир. Из Палестины должен, в конце концов, восстановиться мир и справедливость. Потому что без справедливости какой наш смысл нашей жизни пропадает? Мы все люди. Я здесь уже 38 лет живу в России, учился в Советском Союзе, защитил диссертацию по международное право, специализировался по защите прав человека, прав народов. Я верю, что человечество должно объединиться во имя жизни на земле, чтобы была жизнь. Но сейчас жизнь такая, что главный мотив этой жизни должен быть миру мир. И выставка, посвященная вот как раз этой теме, представлена сегодня здесь, в Доме дружбы народов Татарстана. Замечательные работы, прекрасная выставка и такое доброе чувство. Вот посмотря эту выставку, остается такое доброе чувство. Видно, что художники лелеют эту мысль и думают обо всем мире, вообще о мире на нашей земле. Есть портреты, есть жанровые такие композиции, есть пейзажи, но все они связаны как раз вот с Ближним Востоком и с пониманием того, насколько сложно сейчас там все происходит. И, конечно, замечательно, что есть такая возможность участвовать в такой выставке. Выставка добрая и нужная сегодня вот зрителю, нашему обывателю и жителю вообще Татарстана и всей России. В этой выставке принимают участие не только художники из Татарстана, но и замечательные художники из соседних регионов. Такой инициатор выставки, доктор Басам, пригласил, наверное, лучших художников из Чувашской республики, из Татарстана, из Марийской республики, из Удмуртской республики. И то есть вот эта экспозиция, которая сформировалась вот на основании этих работ, вот этих очень хороших художников, как раз здесь представлено. Разнообразие техник, разнообразие манер написания работ, все это придает выставке такую, знаете, особую стать и важность. Мне хочется, чтобы для детей мир во всем мире был на самом деле гармоничный, добрый, своим ученикам, своим детям, своим внукам. Я, конечно, желаю, чтобы они росли в мире и в дружбе, также и другим детям. И моя работа поэтому посвящена будущему Палестины. Мама читает книгу своим детям, и здесь вот у них на столе разложены разные атрибуты, и то есть это мирное, совершенно такой вечер, тихий, спокойный и умиротворенный. Но этого, к сожалению, сейчас в мире Палестины это редкое явление. Страдают очень дети, и это, конечно, нас беспокоит, и нам хочется, чтобы был действительно мир для всех, особенно для детей, поскольку я связана всю свою жизнь с детьми и с творчеством детей. Мы на выставку всегда ходим вместе, они со мной ходят на пленеры. Тихон Бердников, Антон Бердников,
Антон Павлович, Тихон Павлович, это внуки моего сына. Сын у меня скульптор, он тоже принимает участие во многих выставках, поэтому они живут нашей жизнью. Мы всегда с ними вместе и неотрывно. Они уже первые пера пробовали? Обязательно пробовали. Вот Тихон и Антон мечтают быть директором школы, как их дедушка, вот Юрий Леонидович. Вот его работа, она тоже посвящена теме мира и Палестины. «Камни говорят», эта работа называется. Мы очень много путешествуем, ездим с ребятами действительно и по всей Европе, и на Дальнем Востоке, и бывали в очень многих странах, и со студентами, я еще доцент кафедры дизайна. Но в Палестине мы не успели побывать, хотели, наметили, и они только очень много слышали, очень много рассказывали друзья тоже, художники. Вот, и я думаю, что это будет время, когда мы туда съездим, но это будет, конечно, в мирное время. Ну, это, конечно, правильно, я считаю, действия многих людей, которые собрались вместе, которые как бы восприняли проблему, темы Палестины сейчас, теперешней Палестины. Вот. И они хотели бы, конечно, те, кто понимает, и те, кто сейчас участвует, конечно, на выставке, ну, я думаю, больший круг людей хотели бы, чтобы был мир, как говорится, во всем мире. Вот. Не было каких-то вот таких грозных и тревожных территорий. Вот. Поэтому старались то, что для нас было интересно, старались нарисовать с теми вот возможностями, которые у нас есть. Кто-то делал, наверное, более, ну, такие, как сказать, ну, серьезные или суровые какие-то моменты жизни Палестины, теперешней, современные именно. Но у меня работа посвящена больше ну, прошлому, наверное. Иисус Христос, мать и какая-то вот идиллия, которая была раньше. Ну, правда, она называется «Камни говорят», но это называется так, чтобы камни помнят, как бы, камни помнят. То есть те ну, представляемые мной места помнят просто хорошее время, хорошее и какие-то основные, главные события для всего мира, в принципе, идеология, вот то, что наши деды заложили, да, те, что восприняли наши деды из христианской идеологии, да, вот это все оттуда, поэтому тем более, ну, наверное, всем интересно и всем тревожно за теперешнюю Палестину. Есть целый ряд в истории, конечно, художников, которые рисовали на религиозные темы, в том числе, и можно вспомнить легко наших художников русских, которые ездили именно на места, как говорится, на места святые, и рисовали там с натуры, и этюды, и картины привозили оттуда. То есть это целый пласт художников, вот. Поленов в том числе, например. Он русский художник, много русской природы рисовал, но и в то же время рисовал, вот ему интересно было это именно учение, и интересно было, откуда все, что взялось, как говорится. Вот, поэтому мы, наверное, стараемся не отстать, ну, конечно, отстали, уже много, но надо еще не отставать, еще много надо сделать, чтобы, ну, как бы, высоты каких-то таких наших деятельности нашей, изобразительной, да, ну, поднять еще на более нужную, интересную высоту, что ли. На полотнах оживают уникальные мусульманские и христианские святыни, мечети, храмы, живописная природа, места паломничества, этнография и археология Палестины, памятники библейской истории, сцены быта, портреты обычных людей, роскошные вековые оливы под южным солнцем, каменистые горы, пустыни, долины, улочки и рынки. Последние являются обязательной частью культуры городов Палестины. На полотнах изображены Иерусалим, Иерихон, Наблус, Газа, Самария, Хеврон. Это великий художник чувашский, народный художник Чувашия,
Анатолий Силов, президент Академии художников мира, написал «Палестинская бедуин». Какая бедуин, как она одевает. Вот это Марина Албалави написала. Обычно отец заботится о дочери, о детей. А здесь, когда отца ноги нет, уже ребенок говорит: папа, я теперь твоя опора. Это призыв к миру, остановки, любая война на свете не должно быть. Это отношение между ребенок, чувстве между ребенок и отец, отцовская любовь. То есть вместо того, что он должен покупать игрушки, куклы, с ней играть, теперь она должна быть его опора, его нога. Это очень знаменитая стала картина, они уже пишут в мире, показали по телевизору за рубежом, в газетах, в журналах. Это символизирует трагедию палестинского народа, и что без мира невозможно жить. А это великий палестинский поэт Гасан Канафани. Он такие стихи писал в любви о родине. И руководители оккупантов называли его слова сильнее, чем любая ракета, любая пуля и любой танк. Ямбердов Иван Михайлович из республики Мариэл. Эта картина называется «Палестина. Мать земли». Потому что в Палестине как раз родились все религии, родился Иисус Христос. Самое главное место мусульманов, мечеть Аль-Акса, и христианов. И он показывает здесь мать этой земли, которая от горя, от оккупации, от потери Родины, в таком ужасе. А здесь он показывает оливковое дерево многовековое, которое 5000 лет. И на ней показывает великий палестинский поэт Муин Ксисо. И многих поэтов на этой дереве, и даже здесь он его показывает. И лошадь он нарисовал, что мечты все равно исполняются. И он говорил, что без Палестины невозможно жить. Даже христианин, он всегда несет Христос это палестинец, который родился в Палестине, на свой грудь. На кладбищах присутствует Палестина, в церкви это Палестина, в мечети это Палестина. Поэтому он сказал, что Палестина это мать земли. И вот такая картина у него вышла. К сожалению, самая страшная болезнь на сегодняшний день – это не вирус корона, это не рак, это не болезнь сердца, это не СПИД, это дефицит человечности, отсутствие человечности. Ты родился человеком, будь добр, живи человеком и уходи из жизни человеком, который сделал наш мир лучше, добрее, честнее, в котором наши дети, наши внуки будут жить в уюте, в комфорте, в согласии, в взаимопонимании. Покажи им правильный путь жизни. А что может быть лучше, чем искусство и культура, чтобы показать людям, как должна быть жизнь? Какая она красивая, эта жизнь. Выставка называется «Палестина глазами российских художников». Начало она дала в Чебоксарах. Участвовали очень много регионов. Выставка эта международная, и страны участвовали. Абакан, Хакасия и Комсомольск-на-Амуре, и страны Азии участвовали в этой выставке. Казань, Чебоксары, Кирово-Чепецк, Ярославль, Лениногорск.
еще много городов. Это многонациональная выставка, она говорит о дружбе, о мире, о добре, о том, что мы хотим мира, мы хотим жить дружно между народами. Мы не хотим поднимать руку ни на один народ. Мы хотим объединиться, потому что художники, они миротворцы. Они несут только радость, добро и любовь, и позитив в мир. Я написала работу «Палестинская Мадонна». Я увидела Мадонну, несущую жизнь. Я увидела, что Мадонна, она прежде всего это мать. Мать, которая дарит миру добро, дарит миру новую жизнь. И я хотела вот этим символом, рождением ребенка, сказать, что наши отношения должны возрождаться, должны также родиться, как этот вот ребенок. И символ материнства, он всегда вечный, он всегда говорит о том, что женщине нужен мир, а женщине нужна радость, любовь, солнце, добро. Каждый человек имеет право дышать чистый воздух, имеет право кушать молоко матери без страха, имеет право под крышей дома какой-то жить, имеет право учиться, развиваться, любить и быть человеком. Один раз эта жизнь нам дана. Почему кто-то может лишать других людей права жить? Кто ему дал такое право? Когда будем жить в мире, если будет продолжаться оккупация, не может быть никакой мир. Поэтому это призыв к миру, это выставка, посыл к миру, что все должны жить в любви, в радости, без войны, без страха. Вместо соревнования в войнах надо соревноваться в картинах, в науке, в спорте, в медицине, в открытии научных исследованиях, в космосе.
Давайте теперь слово дадим нашему дорогому доктору Бассаму. Он вас ознакомит с теми произведениями, которые здесь выставлены. Где и как начнем, как встанем, он сам скажет. Давайте начнем прямо отсюда. Великий сын чувашского народа, Россия, академик, ректор Чувашского государственного университета, который 20 лет возглавлял университет, выпустил очень много, тысячи кадров, лучших умов для Чувашия, России и мира, который возглавлял чувашский парламент, возглавлял правительство Чувашия, и последний, и первый был первый председатель Ассамблеи народов Чувашия Кураков Лев Пантелеймонович. Эта работа написала Гульсум Хазиева из города Чистополь в Татарстане после его ухода из жизни. Он ушел чуть более 3 года тому назад, и она написала его в палестинская Куфия, национальная вот эта Куфия, которым он мечтал, чтобы я ему подарил, и когда-то я это сделал и подарил именно в его деревне, недалеко от вас, в его деревне в Чувашии и Шаке. Сама художница, очень талантливый художник, и с нами постоянно в контакте, и была с нами с первой же выставкой, эта картина принимала участие в Чебоксарах в Доме дружбы народов 15 мая 2021 года. Вторая картина — это древние улицы в Иерусалиме. Эти улицы по 3, по 4, по 5 тысяч лет. Там невозможно никакого транспорта, там можно только пешком. Тогда люди не думали, что будет машины, будет что-то. И прямо запах и история чувствуется. Это одна из дорог Иерусалима. Эта работа написала Наталья Нагорнова. Хороший художник, с первого дня нашей команды принимает участие в работе. А вот эта работа Наумова Ирина, она вся из стекла, на стекло она пишет. Это очень талантливый художник. Она написала 3 девушки палестинские, национальная палестинская одежда. Здесь, как вы видите, работа великого народного художника Палестины Сулейман Мансур из города Иерусалим. Сегодня ему более 70 лет. Это талантливейший художник. Он написал историю Палестины вокруг самого светлого, самого доброго палестинца Иисуса Христа. Иисус Христос, он, кстати, не был блондин, или он палестинец, он был похож на нас, то есть он был немножко более смуглый, но у него здесь немножко сделан кудрявый, как положено, он таким был, вот, и одел его палестинская куфия, и как вы видите, жизнь палестинского народа, и пытки, и святыни, и тюрьма, и оливки, север Палестина. Вся жизнь палестинского народа в одной картине. Здесь работа народного художника, великого художника Палестины Файз Аль-Хасани из города Газа. Файз Аль-Хасани, вся его семья, все его дети, они тоже художники. К великому сожалению, Израиль убил его 2 сына, не так давно бомбил дома, это талантливые художники. Вместе с их семьями 2 его сестры, практически больше 50 членов его семьи просто бомбили их дом и их убили. Эта картина рассказывает о палестинцах, которые любят тоже музыку, мечтают разрушить эту стену, которая превращена Палестина в гетто. Каждый кусок Израиль разделил и сделал как тюрьма, что палестинцы не могут никуда идти, ни в свою больницу, ни в свою школу, ни к своим близким, родным. Они находятся в гетто. И вот мечта, вот площадь, это мечта, и вот святыни, и город Иерусалим, мечеть Аль-Акса, церковь в Палестине. Мечеть Аль-Акса, как вы знаете, это первая кибла всех мусульман. Первая кибла, куда молились мусульмане. Сейчас наш художник, представитель комитета по культуре в секторе Газа,
Файз Аль-Хасани, к сожалению, ранен после израильской бомбежки, и он находится не в легком ситуации, к великому сожалению. Мы будем желать ему скорейшего выздоровления. Дальше здесь это работа заслуженный художник Марийской республики Поспехова Марина Александровна. Она взяла в этой работе церковь Татьяны, который в Чебоксарах. Она взяла голубь, который Патриаршская площади в Ишкарале, который в руках держит на памятник Алексей II, бывший патриарх России, покойный патриарх. И она, как вы видите, взяла здесь самолет от России к Палестине с любовью, назвала эта картина. И вот описала место, где именно с ней впервые познакомились ее муж, мой большой друг. И мы дружим с их семьей. И вот самолет описала, видимо, тоску по родине. Я 25 лет свою родную мать не видел. И получается, до сих пор не могу увидеть, за то, что она находится в осажденном городе Газа, к сожалению. Здесь храм Рождества Христова в Вифлееме. Это работа Валерий Митков, чувашский художник, педагог. Вот он написал ее, и она с первой же выставка принимает участие с 15 мая 2021 года. А вот это весь палестинский народ изображен на кресте. Иисус Христос и палестинский народ, и дети, и взрослые, и женщины, они распяты. Художник Павлов Александр Вячеславович, легендарный наш художник, который сегодня перед нами стоит, вот он перед нами, чтобы вы знали, видели. Он хотел сказать, что весь народ имеет одну судьбу. Неважно, как ты народ убиваешь, самолетом бомбишь или ставишь на крест, в результате ты его убиваешь. И вот, к сожалению, судьба палестинского народа, который даже с голода сейчас помирает. В Палестине, в Газа, даже корм для животных, они уже скушали и не остался корм. Вы понимаете, они пытались из этого корма сделать хлеб. Это очень трагичная судьба, когда нет вода, нет хлеба, нет ничего. Раненые не могут их лечить, потому что ничего. Даже вата нет, спирт нет. Вы понимаете, ампутируют ноги, руки без наркоза. Вы представляете, что это такое, какая это мука. И вот в таких ситуациях находится палестинский народ. НАТО и США, которые кричат о правах человека, о защите прав человека, которые конфликт на Украине создали против России, они поддерживают все преступления Израиля и поддерживают уничтожение палестинского народа. Вы можете себя представить. У каждого народа свои национальные танцы. У палестинского народа национальные танцы называются дабка. Это работа народного художника Палестины Талиб Двек из города Иерусалим, представитель комитета по культуре общества «Дружба» и сотрудничества международной чувашей в Палестине, в Иерусалиме, во всей Палестине. Вот палестинский танец дабка и национальная палестинская одежда. В нем принимают участие и мужчины, и женщины. Здесь работа палестинского народного художника, он в Сирии родился, беженец. Здесь он написал птица, и она как в клетку, то есть у него нет возможности иметь свободу. И он говорит о том, что свобода мне, хочется свободы. Райан Аль-Катнани беженец в Сирию. Из Сирии стал беженец в Иордании. Это очень талантливый художник. Вся его жизнь посвящена тема своей родины, которую он никогда не видел. Он родился в лагерях беженцев Аль-Ярмук в Сирии. Война началась в Сирии, переехал в Иорданию, тоже в лагерях беженцев находится. Он принимает участие уже во многих наших выставках. А вот это сбор оливок. Как вы знаете, оливки в Палестине – это первый источник жизни, можно сказать, потому что в Палестине, даже в Коране священном про оливки написано. Из него палестинский народ делает масло,
и солят оливки, и кушают их. Нет ни одного стола в Палестине без оливок. Палестинский народ удалось им увидеть, отстоять это все много тысяч лет благодаря оливке. Потому что их хранить можно в любых условиях, сухое, посолить оливки, и у тебя оливковое масло не портится. И достаточно 10-15 штук оливок, чуть-чуть одну ложку оливкового масла в день, чтобы человек выжил, чтобы он не умер. И поэтому везде и всюду присутствуют оливки в палестинской жизни. А вот это работа Сулейман Мансур, народный художник Палестина с города Иерусалима. А вот это тоже работа Раид Катнани, беженец, который родился в Сирии, а потом сейчас беженец в Иордане, Палестине. Человек, что ему не хватает? Он всегда ищет, что не хватает. Палестинский народ не хватает мир. Они живут в ужасе войны, в котором они даже не были виноваты ни в чем, что их родина в 40-х годах, когда евреи-беженцы приехали в Палестину, как беженцы, палестинцы их принимали, открыли свои дома. Беженцы, Гитлер их убивал, Холокост устроил, но они не знали, что эти беженцы возьмут оружие в руках, и отнимут родину, и убьют палестинцев, и захватят их родину, и выгнать их из своей родины. К великому сожалению, это и произошло. И палестинский народ платит за свое добро, за то, что он всегда на протяжении всей истории принимал всех народов и наций. Поэтому в Палестине увидите очень много народов. Палестину вообще-то открыли греки 150 тысяч лет до нашей эры. И название Палестины — это греческое название, Фаластин. Первые палестинцы были, фалестиняне, они были охотники, рыбаки. 20 тысяч лет до нашей эры палестинцы стали строить крупных городов. Из них первый город Вистоria, город Ерехо, а второй город Вистоria — это город Газа, который сегодня Израиль полностью уничтожает. Израиль уничтожил все дворцы культуры, все дома культуры, все библиотеки, архив, все административные здания. Все, что может напомнить люди об их истории, он очень тщательно продолжает это все уничтожать, не оставляя никакой шанс, никакой возможности для жизни. Здесь вы все знаете месяц Рамадан. Вы все знаете месяц Рамадан, это пост. Скоро наступит месяц Рамадан. В детстве и до сих пор традиция вот такие светильники, дети носили, использовали месяц Рамадан. Этот месяц Рамадан продолжается уже более 1400, наверное, лет, когда люди должны в Рамадан отказаться от пищи, от воды, пока светло. Чтобы ощущать на себя голод, ощущать на себя крушение, бедных других людей, которые не находят эту пищу. Это работа народного художника Иордания, великий художник Имад Абуштайр. А вот посмотрите эту работу. Посмотрите эту работу. Вот отец называется «Я теперь твоя опора». Дочка маленькая, которая ожидает поддержки отца, икота отца, подарки от отца, конфеты, шоколадки, игрушки. Неожиданно увидела, что израильские солдаты оккупировали ноги его отца, и ноги так, что оккупировали. И она теперь в шоке, она теперь сама взрослела, хотя маленькая, по уму взрослела, что она теперь сама должна заботиться об отце. Эта работа написала Марина Васильевна Албалауи. Она была в секторе Газа, и она видела все, что там происходит, и как народ находится в самой большой тюрьме в мире, в такой славе, в котором загнали в секторе Газа 2,5 миллиона. Это равносильно, как в Чувашии, если заключить не 1 250 000, а 125-150 миллионов.
Вот представьте себе такая насилие населения там. А вот эта работа Вера Велих из города Санкт-Петербург, Рождество. Она с нами принимает участие на следующем курсе, начиная с 6-й выставкой в программе. Вот эта работа замечательного художника из города Уфи, из Башкортостана. Посмотрите, дорогие друзья, я к вам всем обращаюсь, которые на этом беседе. Вот эта работа, сверху, как вы видите, израильские отцы со своими детьми, а снизу палестинские отцы со своими детьми. Израильские отцы, их единственное дело, единственная работа, охотятся за палестинских детей и их убивать. А вечером они возвращаются домой, приносят конфеты, шоколады, приносят подарки своим детям и занимаются отцовской любовью к своим детям. У палестинских отцов нет такая возможность заботиться о своих детей. Они видят их и похоронят, потому что их убили израильские отцы. Вот эта картина стала очень знаменитой и принимала уже участие более 4 выставок за рубежом. В Иордания, в Севере Газа и в Палестине. Благодаря этой картине художник стал знаменитым. И даже в прошлом году мы были человеком года в Палестине. Он сейчас готовит выставку у себя в Башкирии, в Уфе, 27 числа. Я туда поеду, и там откроем 90-й Башкирии. Дальше. Это работа великого палестинского художника, председателя художников в Палестине Исмаил Шаммур. Это очень знаменитый художник. И он был знаменит еще во время Советского Союза. И принимал участие в разных выставках вместе с советскими художниками в Ливане, к великому сожалению. Он умер и не смог вернуться домой в Палестине. Когда мечта вернуться в свободную Палестину, он здесь пишет масс палестинца со своими детьми в сад, где апельсины. Палестина знаменитая своими цитрусами. Апельсины, мандарины, лимоны. Это на самом деле вкусная святая земля в Палестине. Маленький мальчик мечтает об одном — стать птицей, чтобы улететь и увидеть свою родину, увидеть свои столицы, видеть мечети и церкви в Палестине. Это работа знаменитого художника из города Рамаллах в Палестине Валю Рабья. Я в конце задам несколько вопросов, и самый внимательно мне получит приз. Самый внимательный из вас мне получит приз. Хорошо? Памятный приз, который будет хранить долго, надеюсь. Это тоже работа Валя Рабья, тоже пейзаж палестинский. Девочка носит Коран, священная книга. И как видите, птицы и мечта о мире, пейзаж Иерусалим, святой шаг, святой город в мире. Это также работа Исмаил Шаммур, великий палестинский художник. Мы сейчас год семья, где поддержите Россия объявили год семьи. Вот палестинская семья, новорожденный ребенок. Запомните этот первый Исмаил Шаммур, видите по-русски, если напишите, ищите, найдете очень много его интересных работ. Написал очень много великих работ. Дальше. Вот это работа народного художника в Палестине Набил Анани. Очень знаменитый художник. Тоже палестинская семья. Это как раз в теме этого года эти картины. Вот палестинская национальная одежда для мужчин, для женщин, как вы видите. Вообще
Вообще-то палестинская вышивка уже много тысяч лет. Дальше. Это Мадонна Палестины. Это Мадонна Палестины. Автор этой работы Елена Юрьевна Подляшкина из города Казань. Она из инициаторов вообще этого проекта «Палестина глазами художников России и мира». И с нами с первой же выставка 15 мая 2021 года эта Палестина принимала участие. Дальше. Всем внимание к этой картине. Прошу всем внимание к этой картине. Это удивительный человек, академик, много академиков. Крылов Андрей Михайлович. Это советник города Москвы, изобретатель, профессор, доктор наук. И он еще очень приближен к искусству. Он является председателем комиссии Панаграда в Москве, нашего комитета, а также он куратором нашей выставки в Москве и Московской области, и будет 21 выставку он уже организовал. Здесь вы видите, это его дед. Его дед написал когда-то наш дорогой папа Александр Вячеславович. Его дед родился в 1850 год и ушел в 1900 год. Он был иконописец. Его дед посвятил свои 50 лет всего лишь жизни писать иконы и писать, описывать церковь. Вы знаете, когда Андрей Михайлович Крылов было 10 лет, настаивал на отцу, чтобы поехали в город Гебельс, искать картины, которые писал его дед. И его разочарование, они очень долго искали. И когда им сказали, что где-то на Багдадшке лежат картины, и нашли всего лишь только 2 его работы. Одна был его портрет, который не видел был, что наш легендарный художник Павлов смог оживить его шикарный такой портрет, который принимает участие у нас на разных выставках на его деда. И знаете, он забрал эти 2 картины, ему 10 лет было. Крылов, Андрей Михайлович, сохранил 65 лет. И через 65 лет переносит нам на выставку, что приняли участие его картины его деда. Понимаете, 2 картины. Сейчас эта картина, написали ее, она самая новая картина, свежая, написали ее наш дорогой Митхат Александрович Шакиров, вот ваш педагог, академик, заслуженный художник, заслуженный педагог, много у него наград. Человек года в Палестине, 22 года, человек года в Палестине. Вот он написал эту картину, которая изображает на лицо, как вы видите, высоко. И вся жизнь другого Андрея Михайловича видна здесь в лицо и глаза. И поставили флаг России, флаг Палестины. Андрей Михайлович должен разберегаться из Митхата Александровича в Палестине в прошлом году для того, чтобы получить награду человека года, но из-за начала война израильская, к сожалению, они не смогли. Так что спасибо Митхату Александровичу за такой шикарный портрет, который там Москва, это он будет в Москве, родился в Москве, и Кремль. А вот здесь, видите, это город Газа. Израиль полностью разрушил, уничтожил город Газа. Но разве, если разрушаешь здание, ты можешь разрушить волю человеков в победе, волю народа в победе? Невозможно уничтожить. Все равно народ, который построил эти здания, заново может их построить, и ты не победишь этот народ. Это работа великого художника, народный художник Иордания Иматы Абуштаия. Это легендарный художник,
принимать с нами участие прямо из первой же выставки. А вот это работа президента Академии художников мира, академик Сиров. Ему 86 год пошел. Это великий художник, который жил более полувека за пределами России. И он описывает первый человек, первый палестинец, который спустился на землю. Он считает, что из 12-й планеты каждые 3600 лет спускаются какие-то боги. И самые сильные из них спускаются на землю. И вы знаете, он говорит, я не знаю, как выглядит это палестинцы. Поэтому он взял частично черта моего лица и поставил в эту картину. Дальше продолжаем. Такая же женщина в Палестине, это великий человек. Палестинская женщина, она палестинская женщина, она несет своего ребенка в животе 9 месяцев. И, к великому сожалению, она его несет, что похоронит, пока он не вырос, потому что Израиль продолжает все время охотиться за палестинских детей. Вот Имаам Штайнер изображает разрушенный, уничтоженный город Газа в образ женщины непобедимой, которая рождает героев, воспитывает героев, которые продолжают борьбу за свободу. Нет на свете ничего лучшего, чем то, чтобы человек решал исполнять свободу. Как вы сейчас у себя можете приехать, куда хотите, отдыхать. Палестинцы также хотят, они больше ничего не хотят, они ни на что больше не претендуют. Просто хотят жить, как все люди земли. Дальше. Это работа «Наша Надежда Кавказова» из города Лысково. Это работа «Рождество». Вот как видите, Иисус Христос, Мария, и здесь птицы и так далее. Очень талантливый, замечательный, прекрасный художник. Она принимает участие с нами с первой же выставки, прекрасной мая 21 года. Вот эта работа палестинская роща, оливковая роща. Художник из города Ярославль увидела по телевизору, как Израиль бульдозерами приравнивает палестинские рощи, оливковые с землей, уничтожает эти деревья. В Палестине есть дерево, которое 5000 лет оливковое. Она несет оливки уже 5000 лет. Она урожает на полтонны в год. Вы представляете вкус? Какой вкус этих оливок? Какая масло она дает оливковое? Она показывает еще пример преданности. Ухаживаешь за это дерево, и какой урожай дает. Сама земля всегда нас учит патриотизму. Когда мы какие-то семена кладем, потом огромный урожай дает. Она учит любовь к родине. Поэтому Светлана Юрьевна Печкова увидела и стала как-то обидно, слезы появились. И она решила восстановить палестинские рощи на свою картину, оливковые рощи. Светлана Печкова получила в 21 году за это человека года стала в Палестине. Дальше это ее работа, это баня. Это баня Ас-Самра в городе Газа. Вот я даже в этой бане в 78-м году купался. Вы понимаете, этой бане ей более 700 лет. То есть еще Христов Колумбус не открывал Америку, когда эта баня палестинцы строили. Вы представляете? Америка, которая сегодня, она по своему возрасту вообще меньший возраст, чем Батринский район, чем ваша деревня. И она отнята у коренных жителей, индийцев. Там американцы приехали из Европы, убили коренных жителей, больше 100 миллионов убили. И захватили Америку и превратили в свое государство. Если я пройду по
Чувашия, Батово, везде, каждый из вас экскурсию проведет, может рассказать об истории своего деда, прадеда, что вот в этом доме жил, он строил этот дом. А в Америке что мне расскажут? Как вы думаете? Они расскажут, как их деды уничтожили, истребляли коренные жители, отоправили их в Бога. И потом, к сожалению, эта Америка стала корнем зла во всем мире. Вот баня Осама, которая находится рядом с третьей церковью Христовой. Израильтяне во мне, американское оружие. Понимаете, эти люди уничтожают историю, культуру, уничтожают наследие других народов. Они не способны создать свою, поэтому уничтожают чужую. И последняя здесь картина. Я вам говорил, дорогие друзья, о роли педагогов. Как надо любить педагогов, как надо их всегда почитать. Педагоги — это святые люди. Самая большая радость для педагога, когда ее ученики превосходят ее и превзойдут ее и добьются больших успехов. Вы представляете, это такая сердце, такая душа нужно иметь. Эта работа принимает участие у нас в первой выставке в 15 мая 2022 году, и наш великий, легендарный художник, академик Медхат Амдьянович Шакиров написал эту работу. Палестинская учительница учит детей Палестины, которые их школа разрушила Израиль. Учит их прямо на улице. И, как вы видите, ключ. Всегда в Палестине держит ключ от дома с собой. Потому что в 1948 году, когда изгнали палестинского народа со своих домов, им сказали, через 5-6 дней вернетесь. Сейчас пока военные действия. И все. Им больше не должны возвращаться. Тому один год ему сегодня 76-77 лет. Они лишены, имеют право вернуться с народом, и даже быть похоронены себя народом. Отобрали у них все. Вот у моего мамы, мой дедушка, имел легальная фабрика в Палестине. Коттедж, 50 гектаров плодородной земли. Все у нас отняли до полночи, даже гектарами плечу застрели моего деда и видели, пешком идите куда хотите. Это наше. Мы избраны Богом, и нам Бог это подарил. Вот, значит, наша экскурсия закончилась по этой нашей выставке. Дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Из каких стран у нас художников принимают здесь участие? Из каких стран? Россия, Чувашия, это не Россия, Чувашия это Россия. Дальше. Из каких стран? А? Палестина. Уфа, это Россия, это все Россия. Палестина. Кто сказал Палестина? Вот сюда. Вот вам. Медаль великого вождя палестинского народа Ясер Арафат, который меня отправил сюда учиться более 40 лет. Отправил в Россию учиться, в Советском Союзе отправил, лауреат Нобелевская премия, великий друг Советского Союза, который всегда говорил, что Советский Союз, Россия — это наши самые преданные друзья. Еще, какая больше всего картина нам запечатлелась? Как она называется? Какая больше всего картина? Кто автор ее? Хорошо, это же сложный вопрос, но как надо быть внимательным, когда нам что-то рассказывают, иначе не пустите. Иначе не пустите. Дорогие друзья,
У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы по картинам, по выставке? Да, пожалуйста. А? Любой вопрос. И по картинам, и любой вопрос. К великому сожалению, не только Объединенные Арабские Эмираты и ряд арабских стран поддерживают Израиль, потому что Америка и Израиль позаботились о том, что в каждой арабской стране был свой Зеленский, их человек. То есть руководят этих стран именно люди, ставники Соединенных Штатов Америки и Израиля. Вот это причина. Такая же причина, почему Зеленский не поддерживает Россию и не дружит с Россией, и не объединится с Россией вместо того, чтобы воевать против русских братьев. Это же один народ. Это братья, это же славяне. Спасибо за ваш вопрос. Я сюда подойди, как вас зовут? Вас как зовут? А? Али? Ну, это палестинское имя, арабское имя. Молодец. Я вам подарю такого значка. Вот этот человек, учитель Ясера Арафата, создатель организации освобождения Палестины. Я горжусь, что это мой папа. Вот. Эта работа сделала Агуник Тамамьян из города Лениногорск. Вот этот значок я вам подарю. Здесь написана его любимая фраза. Имей хотя бы немного патриотизма. Когда ты имеешь патриотизм, ты никогда не доходишь. Ни родители, ни родина. Ты всегда будешь патриотом. Да. Внимание. Еще раз говорю, то, что говорил сейчас доктор Вассан, может быть, не все слышали. Его отец был соратником первого президента Палестины Ясера Арафата. То есть они были первыми революционерами, после которого страна как бы стала Палестиной. Хорошо, я вам желаю успеха. Учитесь истории. Учитесь история России, ваша Родина. Учитесь история Палестины, Святая Земля. Если будет у нас в будущем с вами встречи, я буду очень рад с вами общаться, подружиться и, может быть, организовать совместно вот такая беседа. Большое вам спасибо. Это огромная честь для нас, что вы к нам приехали. Такая интересная выставка, так интересно рассказывали. Спасибо большое. غزة من الصغر على أرضك أنا رابي صابر على الوجاع وما بعت ترابي ترابي لك اكتب يا هالتاريخ علي جرابي أنا غزة وبصمود المثل انضرب غزة 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 انت رمز العزة غزة 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 انت رمز العزة غزة 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 احني راسك يا التاريخ وبغير غزة ما ترفعها جينا اطفال وفيها نشيد تقولي وما تقلع يابا غزتنا عنوان صمود لاجل القدس بروح تجود غزتنا عنوان صمود لاجل القدس بروح تجود ومهما تعلى سوار حدود روحي حرة وما بتمنعها انتي رمز العزة غزة حكايات وأحلام تحيا من تحت الركام غزة تصدت للإجرام نجم
العزة. غزة 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 انت رمز العزة. غزة 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 انت رمز العزة. غزة 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 غزة. وجعك أكبر من الحروف لا شافت عين ولا تشوف. يا ضمير مكبل بالخوف معمي عن غزة ووجعها. شربنا المر ودقنا النار ما يقلعنا ألف إعصار. شعب صامت ما ينهار باقي يبنيها يرجعها. على أرض تربى السباع والحق بإيده ما ضاع. شافت عانت بحر وجاع صرخة ويا عالم اسمعها. غزة رمز العزة. غزة 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 غزة